Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Аслан Карацев поднялся с 42-го на 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. На прошлой неделе 27-летний россиянин впервые в карьере выиграл турнир ATP, который прошел в Дубае. Ранее в феврале он дошел до полуфинала открытого чемпионата Австралии. Отметим, что год назад Карацев занимал 263-ю позицию в рейтинге. В лидирующей тройке изменений не произошло. Список по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович. Второе место занимает россиянин Данил Медведев. На третьей строке располагается испанец Рафаэль Надаль. Сборная России по футболу представила новую гостевую форму, в которой она выступит на грядущем чемпионате Европы. Экипировка разработана техническим спонсором национальной команды компанией Adidas. Она выполнена в белом цвете с контрастными синими и красными цветами, образующими российский триколор. Данная форма была создана с использованием технологии Aero Ready, которая обеспечивает максимальный комфорт игрокам во время матча. Напомним, чемпионат Европы должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето текущего года. На групповом этапе россияне сыграют с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Как сообщает пресс-служба армейцев, стороны расторгли контракт по обоюдному желанию. Соглашение с белорусским специалистом было рассчитано до июня текущего года. Напомним, 43-летний Гончаренко возглавлял московский клуб с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России, а также дважды становились серебряными призерами национального первенства. В последних 4 турах премьер-лиги ЦСКА потерпел 3 поражения и в данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице. В его активе 40 очков после 23 матчей. Баскетболисты казанского «Уникса» обыграли краснодарский «Локомотив Кубань» в первом матче четвертьфинала Еврокубка, второго по значимости европейского клубного турнира. Встреча прошла на арене «Баскет-холл» в Казани и завершилась со счетом 94-88. Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий железнодорожников Найджел Уильям Госс, набравший 31 очко. В составе хозяев площадки самым точным был его соотечественник и коллега по амплуа Айзия Канан. На его счету 18 баллов. Вторая игра серии до 2 побед пройдет в Краснодаре 25 марта. Петербургский СКА на выезде выиграл у московского «Динамо» в третьем матче второго раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась в овертайме со счетом 3-2. В составе победителей шайбы забросили Василий Подколзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев. У хозяев льда отличились Дмитрий Яшкин и Иван Игумнов. Счет серии до 4 побед стал 2-1 в пользу СКА. Напомним, в первой встрече победу праздновали петербуржцы, а во втором матче сильнее был московский клуб. Четвертая игра серии пройдет в Москве 24 марта. Воспитанник якутского клуба смешанных единоборств Саха Рестлинг ММА Узаир Абдураков оспорит титул чемпиона Eagles Fighting Championship. В поединке за пояс крупного промоушена, которым руководит, кстати, Хабиб Нурмагомедов, он встретится с представителем Чеченской республики Мехди Дакаевым. В активе 25-летнего Абдуракова 13 побед и ни одного поражения. На счету Дакаева, которому также 25 лет, 12 побед при 2 поражениях. Поединок пройдет 6 апреля в Москве на арене Дворца спорта «Лужники». Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!